see koerake on siin nüüd lamanud sedaviisi 1,5 päeva. Praegu on niisugune vaikne moment, et ta ei tee häält, aga enamus ajast tegelikult koer kiunub, kiljub valust. Sellisesse seisundisse saatis koera invaliid oma kepiga, lüües koerale, vaadake. Siin on suured verevalumid, koera nägu on neist moondunud. Lüües seda koera siis oma rauast kepiga. Need verevalumid koerale pähe ja koera kaelaluu on murtud. Maardus elav perekond armastab väga loomi. Lapsedki on koos loomadega mänginud ja kasvanud. Ka praegu on peres 2 koera, kellest noorem on õnneks terve, kuid ausalt öeldes see küll ei leevenda perekonna õnnetust ja ahastust. Kõigest paar päeva tagasi lõi invaliid süütu toakoerakese poolsurnuks. Kuidas üks inimene võib nii väikese olendi kallale minna ja veel täiesti ilma põhjuseta? Как это все случилось? Я выгуливать пошел. И он был с ошейничком, он там лежит. И он возле кусок за ошейничка скинул. Он шустрый такой. И побежал вперед. Koerake jooksis rõõmsalt majade vahele. Anatoli püüdis küll järgi jõuda, ent kuis saab pensionär koerarakatsi vastu. Eemalt siis õudusega märkas, kuidas tumedates riietes mees metallse kepiga nagu kedagi või midagi materdaks. Mis täpselt toimus, siis veel Anatoli aru ei saanud. Paar hetke hiljem aga märkas maas lamavat koerakest. Ну, я когда подбежал, он лежит, значит, на боку, у тропинки на траве. И изо рта кровь, из пасти кровь, и глаз один вообще закрытый, гематома на голове. Ну, я подхватил его и домой. Был один удар или несколько ударов? Нет, это один удар и очень сильный причем. И попало так по голове и по шее. Как вы сами считаете, мешают эти маленькие собачки кого-то? Или они кусали раньше кого-то тут во дворе? Никогда никого. Что вы? Никогда. У меня маленький ребенок. Никогда. Вы знаете, как дети хватают собак. Она заплачет, ребенок, и он плачет. Долго ли у вас уже эта собака была? Ему завтра ему 9 лет. Как раз тогда, когда нам врач на Вястрику сказала, что будет решаться вопрос об что его надо усыплять. Что если у него также он будет себя вести, то его, скорее всего, придется усыпить. Давят на нервы. Но они считают, что это гуманно, потому что он мучается очень ужасно. 9 лет, это ж член семьи. Конечно. Это я могу даже сказать, это мой первый ребенок. Это мой первый ребенок. Я с ним, со мной в постели спал. Когда вы с собачкой были, она лаяла, крутилась там, вы помочь никак не могли, ничем уже. Что вы чувствовали в это время? Что это за вопрос? Что я чувствовала? Естественно, мне было плохо. Как я чувствовала? Я, естественно, его успокаивала. Ему говорила, что мы все, что можем, мы сделаем. Я же говорила до этого, это мой ребенок. Злость к этому человеку, который ударил собаку, не чувствую. Сначала было. То есть у меня просто большой знак вопроса. За что? Вот за что? Потом когда узнали мы, что он с тростью, инвалид, ладно, значит, больной человек, а на больных что обижаться? Koerapeksja on invaliid. Ega temagi elu kerge ei ole, kuid kas see siis õigustab sellist looma piinamist? Perekond Laskov selle mehega kohtuda ei taha. Pereisa läks politseisse ja andis juhtunule ametliku käigu. Kui keegi üldse saab sellist tegu karistada, siis üksnes politsei, usuvad Laskovid. Aga karistus karistuseks, mis saab koerakesest, kuidas teda küll aidata? Вот что будет, я не берусь предугадывать. Но полагаю, что даже, возможно, если операция, и то я... Вдруг может и поможет.
но, к сожалению, у нас таких денег нет. Операция очень дорого стоит. Jah, väga raske on Anatolile vaadata piinlevat looma, kes kui oma lapsuke on peres kasvanud. Aidata teda ei oska. Lootus hakkab vaikselt kustuma, kuid lihtsalt ei ole jõudu, et sõita kliinikusse koerakest magama panema. Ja pidev naise nutt teeb olukorra veelgi raskemaks. Kes on aga see jõhkardist invaliid, kuidas oma tegu õigustab? Härra Jakovlev on 31-aastane mees, kelle endal väikesed lapsed. Как вы избили эту собачку? Ну, я ее не избил. Я махнул палкой, она попала под палку. Палка мне нужна была для передвижения. Ну, потому что без нее я ходить не могу. У меня отказавшая нижняя половина тела. Ну, я бы, конечно, отмахнулся ногой, будь такая возможность, но не получилось. Ну, кусила эта собака вас или как? Почему это? Ну, она набрасывалась на ноги, да, с желанием кусить. С желанием кусить-то не кусила? Нет, не кусила. Так и надо поступить. Я считаю, что наши собачники очень подло поступили по отношению к своей же собаке. Собаку мне, естественно, очень жалко. Но вот хозяева их, видимо, себя ведут таким образом, что... Ну, я не считаю, что я что-то такого шибко преступного сделал. Что собаке попало, я об этом очень сожалею, да. Kui 3-aastane inimlaps kogemata jäätisega teie Armani pükse riivab, mis teete? Lööte lapse maha, peksate surnuks. Kui see paralleel teile liiga räige tundub, siis teadke, et koerakese valud on tänaseks veelgi hullemaks läinud ja võib-olla praegusel hetkel suigutatakse teda igavesele unele. Härra Jakovlev aga peab kõige hullemal juhul lihtsalt natuke trahvi maksma.